Турнир начинается, но на мишенях уже нет живого места. Простыми стрелами из дерева и карбона лучники пристреливаются из голых снарядов, то есть луков без прицелов. Как и в любой стрельбе из лука, нужно попадать результативно в центр. Единственное, какие-то небольшие бонусы дает сила лука. Все, лук готов. Надежда на гибкость как дерева, так и тетивы, говорит Виктор Симонов, самый старший участник турнира. Я знаю ребят моего возраста в Йошкар-Оле и в Ульяновске. Йошкар-Ола, Мариэл, Казань, Татарстан. Сегодня в Свияжске десятки лучников Поволжья. Обычных стрелков нет, просто обычных людей нет. Приходят все какие-то уникальные достаточно люди с какими-то уникальными профессиями и своими хобби, занятиями. 6 лет назад лук в руки взяла и Татьяна Павлова. Сегодня она завсегдатай турниров. Этого и не только. Но он мне дает путешествовать, потому что постоянно у нас проходят турниры в разных городах, и благодаря нему я путешествую. В этом году мы весной ездили в Нижний Новгород, там был чемпионат России по 3D. В прошлом году мы в Киргизию ездили. Везде, где по условиям классическая стрельба, спортсмены знают, придется вспоминать азы. На этих луках нет прицелов, а стрелу может сбить даже небольшой ветер. Уже на рубеже корпус и снаряд стрелка должны перестать болтаться, лук должен быть устойчивым, а тетива натянута настолько, чтобы касаться подбородка. Все, чтобы попасть в яблочко. Кто сама меткость, вскоре лучники проверят еще раз. После классики их ждет турнир по стрельбе в движении. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район.